Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о мифах, о русских мифах, о русском мифотворчестве. Не тех мифов, которые есть там в русской культуре или искусстве. Нет, наоборот, о том, что русская культура, великая русская культура, в кавычках, русское искусство, русская история, русский язык, это все о том, что он великий, могучий, богатый. Это все миф, который нам внушает с самого детства, со школьной скамьи. И сегодня мы будем вместе с вами развенчивать эти мифы. Но прежде чем начнем, я прошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, поставить лайки под этим видео, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну а мы начинаем. Итак, прежде чем начнем развенчивать эти мифы, я хотел бы вам зачитать отрывок из своей книги «Путь к свободе», где я как раз об этом и говорю. Итак, одним из сильных инструментов подавления одного народа другим является мифотворчество. Чем сильнее у определенного народа его мифы, через которые он делает привлекательными и сильными свою историю, культуру, язык, тем больше другие народы попадают под их влияние и стараются подражать им, приобщаться к этому. Не только через насильственную русификацию и запреты русский народ смог ассимилировать многие другие народы, но и через грамотно построенные мифы. Например, созданный миф о том, что русский язык великий и могучий, сегодня сидит у многих башкир в голове, хотя объективно он ничем не лучше башкирского или бурятского, и ничем не сильнее английского или японских языков. Миф о великой истории русского народа, о постоянных победах русской армии, о высоком искусстве и литературе, все это подавалось другим народам в красивой обертке с самого детства. На самом деле история России одна из самых кровавых в мире. Она наполнена геноцидами и массовыми репрессиями по отношению к завоеванным народам. Так называемая непобедимая русская армия в настоящей, а не придуманной истории проигрывала множество сражений и войн. Русская литература, откровенно говоря, проигрывает немецкой или французской. Но русские, вкладывая в свои мифы миллиарды рублей, сумели раздуть их, обернуть в золотой воск и продать как нечто великое. Продали свои мифы и убедили в этом не только нерусские народы России, но и весь мир. Постоянно внедряя ложь в наше сознание, создавая мифы о себе, русские создают ореол своего величия. А другие народы, у которых не менее славная история и не менее сильная литература, начинают проникаться чуждой для них культурой и идеологией, перенимая ее. С помощью этой дутой лжи было ассимилировано много представителей нерусских народов. Вот такой отрывок из моей книги. Кто хочет прочитать полностью эту книгу, вы можете прочитать по ссылке, которая будет здесь в описании, либо посмотреть на моем канале, она есть выложена в аудиоверсии. Уверяю вас, скучно не будет. Очень хорошая и познавательная книга. Итак, сперва поговорим о русском языке. Мы с самого детства слышали о том, что русский язык это такой великий, могучий, богатый язык. На самом деле, тот литературный русский язык, который мы сегодня все знаем, был сформирован только в XIX веке. Чем вообще этот русский язык лучше других языков? Ничем. Он во многом заимствован, в нем очень много тюркских слов, французских слов, голландских слов. То есть это вот такая, знаете, смешанный такой язык из разных других слов. Он заимствовал многие слова из других языков. И за счет этого только обогащался. Сам он по себе очень скудный язык. Вот если брать, отбросить все сегодняшние тюркские слова, французские, голландские, английские слова, которые в последние десятилетия начали внедряться в язык, русский язык, он будет очень скудным. Так чем он лучше других языков? Ничем абсолютно. Во-первых, он очень сложный для изучения. Это мы с детства, изучая его в школе, как-то привыкли к тому, что он изучается вполне нормально. Хотя и нормально, наверное, это такое слишком мягко сказано. Все мы прекрасно знаем, что русский язык это огромное количество различных правил, исключений, склонения различных падежей и так далее, и так далее.
очень сложный для изучения язык. Те иностранцы, которые начали изучать его уже в зрелом возрасте, все хватаются просто за голову, когда начинают изучать русский язык. Во-вторых, большинство нерусских народов его изучали в результате принуждения. Со школы. Если бы нам не надо было бы его изучать, то мы бы и не изучали бы его, наверное. Зачем он нужен? В результате сегодняшней российской агрессивной политики вообще русский язык теряет свое влияние в мире. Ареал его распространения стремительно сокращается. Если в последние годы существования СССР, в конце 80-х, в начале 90-х годов, число носителей русского языка в мире достигало 312 миллионов человек, тогда на нем разговаривали не только все жители Советского Союза, но и во многих странах Восточной Европы тоже изучали его, разговаривали на нем, то на сегодняшний день считается, что число носителей сократилось до 215 миллионов человек. То есть за 35 лет минус 100 носителей, минус 100 миллионов носителей русского языка. И сокращение идет очень быстрыми масштабами. Например, украинцы, которые еще до 2014 года вполне свободно и открыто говорили на русском языке, считая его кто своим вторым языком, кто своим родным основным языком, сегодня массово отказываются от русского языка и переходят на украинский язык. Все страны Балтии, Центральной Азии, Южного Кавказа возродили и установили в качестве государственного свои родные языки, постепенно отказываясь от русского языка. Сегодня молодое поколение в этих странах, бывших постсоветских вообще республиках, в основном не разговаривает на русском языке. Например, вот я, проживая в Литве, знаю, что молодежь практически все разговаривает либо на литовском, либо на английском языках. Но русский уже практически никто не знает. То же самое это и в Узбекистане, и в Грузию вы приедете, то же самое будет. Люди массово отказываются от русского языка. Ареал его сокращается стремительно. Многие русские пытаются нам доказать, что на своих родных языках мы не можем изучать точные науки, экономику, юриспруденцию, не можем объяснять медицинские термины, и так далее. Но еще буквально недавно в башкирских, татарских, якутских школах алгебру, геометрию, физику, химию, биологию и другие сложные предметы преподавали на башкирском языке у нас в школах, по учебникам, написанных на башкирском языке. И если в наших школах это было возможно, башкирских, татарских, якутских, то значит это возможно сделать и на всех других языках народов России. Например, небольшой эстонский народ, численность которого в своей стране чуть больше 900 тысяч, всего там миллион 300 с чем-то, миллион 200 с чем-то жителей Эстонии, из которых 912 или 920 тысяч это эстонцы. Так вот, их меньше, чем башкир, но они на свой эстонский язык перевели все сферы жизнедеятельности своей страны, своего государства. И оно отлично функционирует. Медицина на эстонском языке, юриспруденция, политики все говорят на эстонском языке, все СМИ говорят на эстонском языке. Все точные науки переведены на эстонский язык. IT-технологии сегодня, кстати, Эстония очень сильна в этом, в IT-технологиях различных, в этих сферах, тоже все на эстонском языке, либо на английском. Так что мы без русского языка, то, что не справимся, это миф, который нам внушают с детства и постоянно русские. Что вы не сможете, у вас ничего не получится. Сможем. Если эстонский народ смог, латышский, литовцы смогли, грузины смогли. В странах Центральной Азии сегодня все это идет ускоренными темпами. То почему мы не сможем? Точно так же сможем. Мы ничем не хуже эстонцев или грузин, или молдаван. Следующее. Миф о том, что русское искусство и литература являются величайшими в мире. На самом деле русское искусство и литература ничем не отличаются от литературы и искусства других народов. Мало того, они во многом уступают и проигрывают искусству и литературе других стран. Половина известных так называемых русских деятелей
литературы и искусства и науки – это обрусевшие инородцы. Например, академик Королев или композитор Петр Чайковский были по национальности украинцами. Как украинцами были и Гоголь, Чехов, Бунин. Карамзин, Тургенев, Аксаков, Анна Ахматова, Гумилев – это все потомки обрусевших татар. Это вообще я только малую численность привожу. На самом деле их много, намного больше, если вот начать копаться в родословной, в национальностях разных культурных деятелей. Такие ученые, писатели, деятели искусства и науки, как Циолковский, Лобачевский, Пржевальский, Бердяев, Паустовский, Шостакович, Игорь Стравинский, режиссер Андрей Тарковский, которыми все так любят гордиться русские, говоря, что это вот они, наши гиганты, двигатели нашей культуры, искусства, науки. На самом деле это все бывшие поляки или обрусевшие поляки. Пастернак, Корней Чуковский, Бродский, Агния Барто, Илья Ильф, Жванецкий, Лев Кассиль, Самуил Маршак, братья Стругацкие. Все они были евреями. Вообще половина нобелевских лауреатов, связанных с Российской империей, с СССР или Российской Федерацией, являются по национальности евреями. Ну вот так вот. Вы думаете, что? То, что потомок шотландцев, Лермонтов, или потомок африканцев, Пушкин, или потомок крещенных татар, Достоевский, это все светочи мировой литературы, что ли? Нет. Вообще вклад в мировую литературу и культуру со стороны русских очень незначителен. И то вот этот вклад, он относится только к 19-20 веку. Давайте посмотрим, сколько внесли в мировую культуру другие народы. Итак, сперва поговорим о влиянии на мировую культуру древнегреческой и древнеримской культуры. Илиада и Одиссея Гомера. Мифы и легенды Древней Греции и Древнего Рима, которые я так любил в детстве читать. Ученые и философы, труды и открытия Аристотеля, Платона, Сократа, Архимеда, Пифагора, Плутарха, Цицерона, Горация. Все они во многом являются основоположниками мировой науки, культуры и искусства. Записки о Гальской войне, которые написал Юлий Цезарь, много столетий был основным учебником для многих военных деятелей. Италия. Итальянские ученые и культурные деятели. Данте. Он написал божественную комедию еще в начале XIV века, когда Московия была захолустьем, о котором практически никто и не знал. Произведение «Государь», которое написал Никколо Макиавелли еще в начале XVI века, до сих пор лежит на столе у многих государственных деятелей в качестве пособия по управлению. У многих на столе она до сих пор лежит, и многие ее читают, и многие до сих пор рекомендуют почитать, как управлять на самом деле нужно страной, народом и так далее. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Галилео Галилей. Вот эти имена действительно известны на весь мир. Кстати, именно итальянцы строили Московский Кремль. Иван III пригласил для строительства каменного Кремля итальянцев Аристотеля Фиораванти, Марка Фрязина, Пьетро Салари. И Санкт-Петербург тоже строили итальянцы. Доминика Трезини, Франческо Растрелли, Антонио Ринальди. Не русские строили. Если и строили русские, то они были все в подмастерьях или учениками, или незначительными такими архитекторами. Имена английских писателей и поэтов известны на весь мир. Шекспир, Вальтер Скотт, Джонатан Свифт, Артур Конан Дойль, Редьярд Киплинг, Агата Кристи, Льюис Кэрролл, Даниэль Дефо, Джордж Оруэлл, Толкиен, Байрон, Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс. Вот кого читает весь мир и знает. Это только английские писатели. Французские просветители и писатели: Вольтер, Жан-Жак Руссо, Александр Дюма, Шарль Монтескье, Дидро, Виктор Гюго, Жюль Верн, Антуан де Сент-Экзюпери. Немецкие: Гёте, Генрих Гейне, Шиллер, Томас Манн, Моцарт, Бах, Бетховен. Американские. Многие думают, что Америка слаба на культуру, на искусство. Ну вот давайте перечислим их писателей. Эдгар По, Рэй Брэдбери, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Теодор Драйзер, Стивен Кинг, Айзек Азимов. Это только малая часть
вот этих писателей. Вот кого в детстве я читал, а не ту нудятину, которую пишет Достоевский со своими религиозными размышлениями. Вообще Достоевского читать просто невозможно. Это до такой степени скучно, нудно. И многие знакомы с его произведением «Преступление и наказание» только из-за того, что она включена в программу, в школьную программу. Если бы она не была бы включена в школьную программу, никто бы ее и не читал бы. Ну, действительно, ее просто невозможно читать. Здесь я еще не перечислил арабских, тюркских, китайских, японских и многих других ученых, деятелей искусств, писателей, поэтов. Можно продолжать бесконечно. Но ясно одно, что вклад именно русской культуры, русского искусства, русских ученых очень незначителен. В большей степени он присвоен от представителей других национальностей, которых назвали русскими. Но все это в школе нам преподается как именно русская культура, мировая, великая, наука, искусство. Что, мол, мы обогатили, мы русские обогатили весь мир. Если бы не мы, то все остальные народы бы так бы и остались прозябать в невежестве. Миф. Миф. Теперь давайте поговорим об истории. История России вообще вся сплошь соткана из мифов. И сегодня многие из них выдуманные или искаженные, как исторические факты, преподносятся нам в школе, нашим детям, как что-то великое. На самом деле, ну, например, начнем с Ледового побоища, которое произошло в 1242 году на Чудском озере, где Александр Невский по истории разбил Ливонский орден. Сегодня это преподносится нам как нечто такое, великая битва, где участвовало с одной стороны, со стороны Ливонского ордена от 10 до 12 тысяч человек, со стороны новгородцев, которых возглавлял Александр Невский, от 15 до 17 тысяч воинов. На самом деле это была очень незначительная битва, где с каждой сторон принимало участие по несколько сот человек. И вообще современники тогда, современниками она вообще тогда не воспринималась как что-то такое там великое и серьезное. Они даже не упоминали, современные историки того времени. В той стычке вообще Ливонский орден потерял 26 человек. 20 человек убитыми, 6 человек рыцарей. Потерял убитыми рыцарей 26 человек. 20 человек было убито, 6 человек было взято в плен. Никто из рыцарей под лед не проваливался. Никто не говорил такие, Александр Невский не говорил такие слова о том, что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Все это у нас в голове отложилось благодаря фильму под названием «Александр Невский», который придумал, автором сценария его был, снял его Сергей Эйзенштейн, еврей по национальности. И, конечно, никакие башкиры не участвовали в этом ледовом сражении, ледовом побоище, как они его сейчас принято называть. Хотя некоторые, я знаю, там особо рьяные манкурты любят так придумывать и гордиться, что якобы вот башкиры там тоже пришли на помощь русским в это ледовое побоище. Нет, это все сказка, окият, как говорится. Никакие башкиры не участвовали в этой битве. Да и битву ее сложно назвать. Куликовская битва. В истории школьникам преподносится, что Куликовская битва, которая произошла в 1380 году, была началом падения Золотой Орды и вообще воссоединения всей Руси. Что вот в этой битве русские разбили ордынцев. На самом деле это миф. На самом деле суть битвы заключалась в том, что князь Дмитрий Донской участвовал в междоусобице золотоордынских правителей. Он выступил как слуга, как верный раб, как данник хана Тохтамыша против Мамая, который пытался узурпировать власть в Золотой Орде. Разбив Мамая, конечно, никакого освобождения Руси не произошло от власти Орды. Мало того, через 2 года хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. А вообще, иго, так называемая иго, вообще власть Золотой Орды пала только в 1480 году, через 100 лет после того, как произошла вообще вот эта вот Куликовская битва. Поэтому это все миф, во многом вот сконструированный, придуманный. Вот
где навеяли побольше такого золотого воска, величия. На самом деле, еще раз говорю, Дмитрий Донской со своим русским войском выступал на стороне хана Тохтамыша и защищал его интересы. Следующее. Принято считать, что знаменитый русский полководец Александр Суворов не проиграл ни одной битвы, что вот он такой великий полководец, который там сражался, придумывал гениальные ходы, что он не проиграл ни одного сражения. Это тоже миф, который так любят говорить и рассказывать русские. На самом деле Суворов проигрывал сражения. Например, он проиграл сражение под Ланскороной во время подавления польского восстания, так называемой Барской конфедерации. Знаменитый поход Суворова через Альпы. Это на самом деле было бегство русской армии после проигранного сражения при Цюрихе в 1799 году. В том переходе через Альпы в результате бегства Суворов потерял всю артиллерию и четверть своей армии. Вообще Суворов больше был прославлен, конечно, не сражениями с сильными противниками, сколько с подавлениями восстаний. Это был такой своеобразный пес Российской империи. Он подавлял поляков, восстание поляков во время Барской конфедерации и во время восстания Костюшка. Он подавлял восстание башкир во время Пугачевского восстания. Он устроил вообще геноцид нагайскому народу, напав на них ночью и вырезав большинство нагайцев, включая женщин и детей. Вот чем в основном прославился Суворов, а не какими-то там битвами. Бородинское сражение. Тоже миф на мифе. Полностью проигрыванная битва русскими французам, по итогам которого было спешное отступление и сданная Наполеону Москва. Но благодаря навеянным мифическим ореолам различных русских историков и деятелей искусств это поражение превратилось в победу. Особенно оно стало восприниматься как победа после стихотворения Лермонтова «Бородино». Все мы помним, в школе учили его, да, там «Скажи-ка, дядька, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром, французам отдана», ну и так далее, и так далее. Вот. После этого Бородино начал восприниматься как уже что-то там, великая победа. Сегодня спроси у простого школьника, у русского, у любого российского, у любого башкирского школьника, татарского, чувашского, марийского, Бородино кто победил? Все скажут, русские победили. На самом деле это было поражение, проигранная битва и отступление в результате этой битвы. Никакой победы там не было. Раздутый и превращенный миф, например, о Павлике Морозове, первом советском пионере-герое. Все мы помним, ну кто еще советская, ну сейчас, наверное, молодежь уже не помнит, но те, кто учился при Советском Союзе, помнят, что вот Павлик Морозов это такой герой. Миф нам говорит о том, что вот Павлик Морозов донес на своего отца кулака, который прятал от советского правительства, от советской власти зерно и не хотел его сдавать для нужды государства, молодого государства. Это миф. На самом деле все было не так. На самом деле, ну и то есть вот по результату этого доноса на своего отца родственники отца вот этого убили Павлика Морозова. Во многом, еще раз говорю, это миф, который был полностью перевран. После того, как вообще, начнем с того, что отец Павлика Морозова, Трофим Морозов, он не был никаким кулаком. Это был красный командир, вернувшийся с гражданской войны, и который стал председателем колхоза. В результате того, что на него свалилась власть, он начал пьянствовать, он начал продавать справки спецпереселенцам и зарабатывать на этом. Он развелся со своей женой, бросил свою жену со своими детьми, в том числе вот Павлика Морозова бросил. Женился там на другой. И когда его взяли ОГПУшники, арестовали, против него показания в суде давала его оскорбленная, униженная жена. Павлик Морозов тоже пытался подтвердить, точнее, эти показания, но их даже суд не воспринял эти показания, потому что Павлик Морозов был на тот момент несовершеннолетний. Но в результате, то есть
отца приговорили там, а родственники действительно отца озлобились и убили Павлика Морозова и его брата в лесу. Вот так вот эта вот история, которую советская власть взяла, переработала, переврала, исказила и сделала из Павлика Морозова какого-то героя-пионера, который там отца из красного командира сделала кулака из него, да? Вот такие мифы были. Мифы в Великой Отечественной войне, вообще о Великой Отечественной войне, тоже были сплошь повальным явлением. Например, никаких 28 панфиловцев, героев, не было, это все выдуманная ложь. И генеральный директор Госархива России Сергей Мироненко на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве лично поведал о том, что военная прокуратура СССР признала официальную версию подвига вымыслом. Так что, сегодня мы все там до сих пор, многие гордятся 28 панфиловцами. Нет, это все миф. Не было их никаких. Даже в истории их таких не было людей. Миф о героизме Зои Космодемьянской. Весь героизм Зои Космодемьянской был в том, что она, как и другие члены группы диверсантов, получили задание от советского командования сжечь 10 деревень, где якобы расположились немцы. Зоя Космодемьянская сожгла 3 дома. Надо понимать, что сжигая дома, она сжигала не имущество немцев, а имущество своих обычных крестьян, своих земляков. И время это было зима 1941 года. И сжигая дома своих собственных земляков, она обрекала их, конечно же, на погибель, на смерть. И поймали Зою Космодемьянскую не немцы, а сами местные жители, которые провели сход и решили бороться с поджигателями. В итоге вот ее поймали, ну и дальше там уже фашисты ее приговорили к смертной казни. Каждый сам для себя считает, является ли героиней Зоя Космодемьянская или нет. Лично для меня я не вижу в ней никакого там героического поступка, когда она зажигала собственное имущество обычных ни в чем не повинных крестьян, которые вообще не были виноваты в том, что их имущество было захвачено немцами и что в их домах расположились немцы. Но они не были в этом виноваты. Так что вот так вот. Здесь я вообще привел только вот очень незначительные исторические мифы из русской истории, которые сделали ее такой вот великой. Эти мифы глубоко засели и укоренились в головах русских, которые на самом деле не знают настоящей правды и думают, что все так и было на самом деле. Подводя итог, я бы хотел вытащить наши нерусские народы из этих вот русских мифов, которые нам говорят о том, что русский язык, русская культура, русские искусство, русская наука — это что-то великое. А что наши языки, башкирский язык, татарский, там, чеченский, якутский, бурятский, что наша культура, наша история стоит намного ступеней ниже, чем все русское. На самом деле это не так. Наши языки и наша культура ничем не хуже, а во многом и даже лучше. И наша культура, и наша история тоже во многом лучше, чем русская. Гордитесь своим языком, своей культурой, своей историей, своим искусством, а не русским. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр.